Мне запретили покидать страну и сказали ждать звонка. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, в какой сложной ситуации оказались граждане Таджикистана. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого важного. Некоторые таджикские мигранты, имеющие двойное гражданство с Россией, говорят, что их принудительно оставили на военный учет в российском военкомате и включили в запас вооруженных сил Российской Федерации. Мигрантов предупредили, отныне им запрещается выезд с места жительства. Российские власти эту информацию не комментируют. Правозащитники говорят, что официальных жалоб от мигрантов с двойным гражданством пока не поступало. 21 сентября 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о мобилизации около 300 тысяч резервистов. Путин подчеркнул, что в рамках частичной мобилизации призовут только граждан из запаса, которые проходили службу в рядах вооруженных сил и имеют определенные военно-учетные специальности. Он отмечал, что призванные лица будут проходить дополнительную военную подготовку и получат те же гарантии, как и у контрактников. Мигранты с двойным гражданством, которых ставили на военный учет и включили в запас вооруженных сил Российской Федерации, говорят, что им запретили покинуть место жительства. 30-летний Насим работает продавцом в небольшом магазинчике. Меня 1 февраля забрали в местное МВД на проверку документов. Я представился гражданином Таджикистана. Но в банке данных указано, что я имею двойное гражданство. Записали мой номер телефона и номера телефонов всех членов семьи. 3 из них находятся в России, 2 в Таджикистане. Меня предупредили, что нельзя поменять номер телефона и место жительства. Сказали, ждите звонка. Напоследок предупредили также, что в случае выезда с места жительства мне грозит уголовное наказание, рассказал собеседник. По его словам, сейчас мигранты с двойным гражданством во время полицейских рейдов и проверок показывают только таджикский паспорт. 34-летний мигрант Тахир рассказал, что его накануне задержали у входа в московское метро. После проверки документов мне сказали, что отныне я не имею права покинуть территорию России. Воевать я не хочу, но боюсь, что меня задержат при попытке уехать из России, сказал мигрант. Раньше несколько таджикских и кыргызских мигрантов с двойными гражданствами сообщили, что им на границе не позволили покинуть Россию. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. СМИ раньше писали, что принудительная вербовка мигрантов, не имеющих российского гражданства, фактически происходит на рабочих местах. Сообщалось и об участии в войне в Украине таджикистанцев, отбывавших наказание в российских тюрьмах. В посольстве Таджикистана в Москве сообщили, что они оказывают помощь в избежании принудительной отправки на войну мигрантам, не получившим гражданство Российской Федерации. Сколько мигрантов обратились с такой помощью в дипмиссию, дипломаты не сказали. В отношении граждан, которые получили гражданство Российской Федерации, действуют законы и обязательства этой страны, сказали в посольстве. В 2013 году в Федеральный закон о воинской обязанности и военной службе внесли поправки, согласно которым после получения гражданства мужчины обязаны пройти военную службу в армии России, даже если они отслужили у себя на родине. Таджикский правозащитник Каримджон Юров, эмигрировавший из Российской Федерации в одну из европейских стран, говорит, что до сих пор таджикские мигранты обращаются к нему за помощью. Я рекомендую им отказаться от предложений поехать на войну в Украину, поскольку это в будущем станет для них серьезной головной болью. Они не должны участвовать в войне, которую большинство государств мира признали преступлением России. Мигранты и сами не желают воевать, и поэтому спрашивают о том, как избежать отправки на войну в Украину, говорит правозащитник. Другой правозащитник Мухаммад Сабиров, который занимается защитой прав мигрантов в России, утверждает, что до сих пор никто к нему за помощью в связи с принудительной отправкой на войну не обращался. После объявления частичной мобилизации осенью прошлого года некоторые мигранты с двойным гражданством вернулись на родину, однако большая часть таких мигрантов вынуждена остаться в России, поскольку от их денежных переводов зависит благосостояние родных в Таджикистане. Эксперты подчеркивают, что значительная часть таджикистанцев находится в трудовой миграции в России, вынуждена была принять российское гражданство в силу причин материального характера, помогать своим семьям, оставшимся в Таджикистане. Ежегодно сотни тысяч граждан Таджикистана едут в Россию в поисках достойной работы и оплаты их труда. Власти Таджикистана заявляют, что количество граждан, которые выезжают в Россию на заработки и переводят важные для своих семей денежные переводы, составляет 600 тысяч человек. Российская Федерация отчитывается о 2 миллионах таджикских трудовых мигрантов, находящихся на ее территории. По данным МВД России, в прошлом году российские паспорта получили более 173 тысяч граждан Таджикистана. Как вы думаете, как стоит поступать нашим гражданам? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.